Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни родился 4 октября 973 года, город Кят, Хорезм, Саманидское государство. Абу Райхон аль-Бируни по национальности таджик, ученый-энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и других наук. Бируни владел почти всеми науками своего времени. Перечень работ Бируни, составленный им самим около 1036 года, содержит более 100 названий. Свои научные труды писал на арабском и персидском языках. В самом первом сочинении «Хронология», или «Памятники минувших поколений», 1000 год аль-Бируни собрал и описал все известные в его время системы календаря, применявшиеся у различных народов мира, и составил хронологическую таблицу всех эпох, начиная от библейских патриархов. В завершенном в 1030 году труде «Индия», или книга, содержащая разъяснения принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых, аль-Бируни дал детальное научно-критическое описание быта, культуры и науки индийцев, изложил их религиозно-философские системы, достаточно точно переложив учение классической Сангхи, теорию космической эволюции, учение о связи души с тонким телом и другие. Здесь же изложена знаменитая легенда о создателе игры в шахматы. Астрономии Бируни посвятил 45 сочинений. Популярным введением в астрономическую науку служит книга «Вразумление начаткам науки звезд», написанная около 1029 года и дошедшая до нас в двух вариантах, на арабском языке и на фарси. Эта книга состоит из 530 вопросов и ответов по геометрии, арифметике, астрономии, географии, хронологии, устройству астролябии и астрологии. Главное сочинение Бируни по астрономии, канон Масуда по астрономии и звездам. Бируни рассмотрел гипотезу о движении Земли вокруг Солнца. Он утверждал одинаковую огненную природу Солнца и звезд, в отличие от темных тел планет, подвижность звезд и огромные их размеры по сравнению с Землей, идею тяготения. Бируни проводил наблюдения на построенном Ан-Насави стенном квадранте радиусом 7,5 метра, выполняя их с точностью до 2. Он установил угол наклона эклиптики к экватору, рассчитал радиус Земли, описал изменения окраски Луны при лунных затмениях и солнечную корону при солнечных затмениях. Большое внимание Бируни уделял математике, особенно тригонометрии, помимо значительной части канона Масуда. Он посвятил ей сочинение об определении хорд в круге при помощи вписанной в него ломаной линии. Здесь рассматривается ряд принадлежащих Архимеду теорем, не сохранившихся в греческих рукописях, об индийских рашиках. В этой книге обсуждается так называемое тройное правило, сферика, книга жемчужин о плоскости сферы и другие. Вопросам прикладной математики посвящены трактат Тени, несколько трактатов об астролябии и других астрономических инструментах, ряд сочинений по геодезии. В 1038 году Бируни написал «Минералогию», или книгу сводок для познания драгоценностей, в которой определен удельный вес многих минералов и даны подробные сведения о более чем 50 минералах, рудах, металлах, сплавах и другие. Им же составлена «Фармакогнозия в медицине», книга о медицинских препаратах, капитальный труд, имеющий большое значение и в наше время. В этой книге он подробно описал около 880 растений, их отдельных частей и продуктов выделения, привел их точные признаки, упорядочил терминологию. Бируни собрал и объяснил около 4500 арабских, греческих, сирийских, индийских, персидских, хорезмийских, сагдийских, тюркских и других названий растений. Эти синонимы важны для современного исследования истории фармакогнозии. Несмотря на свое таджикское происхождение, Бируни большую часть своих научных трудов написал на арабском языке, научном языке своего времени. Однако Китаб аль-Тафхим, один из своих шедевров, написал на своем родном персидском языке и затем на арабском, чем показал свое умение в равной степени писать на обоих языках. Китаб аль-Тафхим является одним из самых важных ранних произведений науки на персидском языке и представляет собой богатый источник персидской прозы и лексикографии. В книге умело и самым подробным образом рассмотрены дисциплины, входящие в средневековый квадривиум. В июне 2009 года Иран подарил отделу Организации Объединенных Наций в Вене, Австрия, павильон персидских ученых, размещенный на центральной площади мемориала Венского международного центра. Этот павильон включает в себя статуи 4 известных персидских деятелей науки: Абу Али ибн Сины, Авиценны, Абу Райхона Бируни, Закария Рази, Рейс и Омара Хайяма. Умер Бируни 9 декабря 1048 году в возрасте 75 лет.